День за днем корреспонденты нашего канала следят за развитием событий в Якутии и за ее пределами. Сегодня мы соберем воедино самые заметные новости. В студии Власий Сергеев. Здравствуйте. Вот основные темы недели. Авария в Чурапчинском районе. Расскажем о причинах и устранении последствий отключения котельной. Смягчение мер в Якутии отменили часть ограничений против COVID-19. В Якутске объявлен конкурс по разработке мастер-плана столицы региона. Важную роль в составлении документа сыграют жители города. Якутяне приняли участие в крупнейшей в России и Восточной Европе международной выставке продуктов питания и напитков. Якутский помост соберет сильнейших маджингы планеты. В июне столица республики примет чемпионат мира по масс-рестлингу. Начнем с аварии в Чурапчинском районе. В ночь с 7 на 8 февраля в селе Чурапча произошло аварийное отключение котельной. Старое здание предприятия повредило магистральные тепловые сети. Аварийная бригада незамедлительно приступила к ремонтным работам. Подробнее в сюжете Саргыланы Неустроевой. Котельная гимназия села Чурапча питала более 200 частных и 11 многоквартирных домов. Также к предприятию были подключены 9 социальных объектов. В день аварии все они остались без тепла. Отапливать помещения жителям пришлось самостоятельно. Сын сразу отпросился с работы, приехал домой, и они с отцом начали заново закачивать воду в систему. Получается, только спустя 2 часа мы запустили тепло в дом. К ремонтно-восстановительным работам на трассе незамедлительно были привлечены местные сотрудники предприятия. Позже к ним присоединились работники соседних филиалов ГУП ЖКХ из заречных районов и местные добровольцы. С питанием отряда помог сельский детский сад и предприниматели. А для полной безопасности населения были развернуты пункты временного размещения. Управляющие компании, муниципальное образование, а также ресурсоснабжающие организации, которые сейчас работают непосредственно на местах, обходят прям по домам, в первую очередь конечных потребителей, для того, чтобы исключить возможность перемерзания, замерзания труб. Причиной же аварии стало обрушение стены на магистральные сети старого здания котельной. Интересно, что в 2016 году внутри обрушенной котельной также произошла авария. Тогда от хлопка в топке котла пострадал мужчина, оператор котельной. По факту взрыва началась процессуальная проверка, а сама котельная осталась на консервации. Сегодня здание до сих пор не признано аварийным. Была ли до обрушения организована соответствующая комиссия, неизвестно. По итогам заседания правительственной комиссии принято решение о проведении расследования данного технологического нарушения, в том числе с участием надзорных органов, Министерства ЖКХ. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры, в том числе приняты меры по восстановлению прав граждан, также привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности. Проверка находится на контроле прокуратуры района. Ожидалось, что тепло восстановят уже к концу дня 8 февраля, однако ремонт сетей затянулся на 2 суток. Всего в ремонте было задействовано 211 человек и 19 единиц техники. При этом отмечается, что весь понесенный ущерб потребителей котельной гимназии будет возмещен ГУП ЖКХ. Саргылана Неустроева, Семен Семенов, Эдуард Макаров, Чурапча. Проблемы с подачей газа в микрорайоне Якутска-Сот птицевод существуют давно. На уходящей неделе здесь, наконец, началась большая работа по строительству сетей газораспределения высокого давления. Общая протяженность газовой трубы составляет 3850 метров. На данном участке работники компании «Сахатранснефтегаз» ведут земляные работы, в ходе которых выкопано порядка 3 километров, проложено и соединено 1,5 километра трубопровода. Таким образом, здесь будет построен газораспределительный пункт и выполнена закольцовка низкими сетями на 10-м километре Покровского тракта. Отметим, что к данной газовой сети в первую очередь подключат котельную новой речевой школы. По Покровскому тракту по левой и правой стороне мы должны в этом году построить 10 объектов. Не считая коррекционную школу, по правой стороне мы должны построить порядка 11 километров газопровода. Это высокое и низкое давление. И по левой стороне порядка 4 километров газопровода. Если взять отдельно правую сторону, мы в этом году должны построить 2 ГРП с сетями газораспределения
низкого давления общей протяженностью 10 километров 350 погодных метров. Это нам дает возможность уже с конца этого года подключить порядка 1500 отказов по правой и левой стороне Покровского тракта. Планируем подключить где-то порядка 2000 абонентов. Для развития Алданского района нужны консолидация усилий муниципальной власти и бизнеса и внимание к социальным условиям проживания местного населения. На этих моментах глава республики Айсен Николаев заострил внимание во второй день рабочего визита в Алданском районе. Подробности у наших коллег. На крупном месторождении золото-урановых руд Северное Эльконского горно-металлургического комбината кипит работа. ГМК начал свою активную деятельность год назад, но уже есть видимые результаты. За 2021 год опытно-промышленным путем здесь получены первые килограммы золота. Промышленный объект лично посетил глава республики Айсен Николаев и остался доволен. Проект огромный, проект стратегически важный в целом для страны. Здесь не надо думать, что уран будут добываться здесь буквально вот через год, через два. Да. К этому мы придем не скоро, но сегодня уже можно начинать работу по освоению месторождения как раз с добычи золота. Социально-экономическое развитие района обсудили в Тамоте, и это не случайно. Кроме Росатома с Эльконским ГМК при поддержке железных дорог Якутии, здесь планируют открыть еще несколько производств. Однако остро стоит вопрос с рабочей силой. В муниципальном образовании отмечается отрицательная миграционная динамика. Что нужно сегодня человеку? Многие еще живут заблуждением, что людям кроме работы и жилья ничего не надо. Сегодня у людей много потребностей, начиная от быстрого интернета, условий во дворе, хороших общественных пространств и определенной уже социальной инфраструктуры. И вот эта задача властей всех уровней как раз такое, скажем так, такие потребности людей максимально удовлетворять. Там, где это получается, люди не уезжают. А там, где, к сожалению, власти ждут, что кто-то там придет сверху и им все сделает, к сожалению, вот выходит наоборот. На фоне экономических и социальных вопросов прослеживались и политические мотивы. В середине апреля в районе пройдут досрочные выборы главы. Как подчеркнул Айсен Николаев, необходима консолидированная фигура, которая объединит всех и вся для конструктивной работы и движения вперед. И уверен, что население выберет наиболее достойного кандидата, который, еще раз говорю, сможет обеспечить и сплочение Алданского района в целом, так всех сил, и, конечно же, позволит уже району активное взаимодействие с республикой, с федеральными органами, с крупнейшими компаниями, которые здесь работают, двигаться вперед еще более быстро по пути улучшения качества жизни алданцев. На десерт Ильдархану показали новый детский сад «Дельфин» в микрорайоне Солнечный, который вот-вот распахнет двери перед воспитанниками. Именно Николаев принял в свое время авторитарное решение, что здесь нужен новый детский сад. Несмотря на пандемию, его построили в кратчайшие сроки, как показатель того, что Алданский район занимает значительное место в социально-экономических перспективах Якутии. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алданский район. В Якутии смягчили ограничительные меры против COVID-19. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Согласно нему отменено требование о предъявлении QR-кодов вакцинированного или переболевшего при входе в торговые центры города Якутска. Также отменено требование о допуске на работу лиц при предъявлении отрицательного ПЦР или ИХ-теста при выходе на работу из отпуска или иных дней отдыха, в том числе после пребывания за пределами республики. Что касается пунктов общепита, их режим работы продлен до 12 часов ночи. Между тем, Национальный центр медицины уже на этой неделе возобновил плановый прием пациентов. Напомним, в связи с эпидобстановкой учреждение приостановило прием на 2 недели. О работе медцентра и его правилах приема расскажет Любовь Гоголева. Получается шейный отдел и грудной отдел, поясничный. При любых неясных вопросах в помощь пациентам и родственникам приходят сотрудники колл-центра Национального центра медицины. В эти дни население в основном интересует один вопрос – как работают отделения. Мы работаем круглосуточно, работаем с населением. Мы первично попадают звонки, помогаем населению, можем записать сразу, чтобы не подходили, да.
С сегодняшнего дня с учетом всех противоэпидемиологических мер в Республиканской больнице номер 1 Национальный центр медицины начинается работа по плановой госпитализации пациентов по всем направлениям. Мы 3 недели назад в помощь первичному звену амбулаторно-поликлинической помощи начали записывать взрослых кардиологических пациентов. Мы принимаем, а также в помощь детскому населению первичному звену. Здесь получают оказание медицинской помощи дети, городские дети, которые здесь также получают по 8 профилям оказания медицинской помощи именно на амбулаторном этапе. Также на сегодняшний день в Национальном центре медицины развернуто 280 коек инфекционного профиля, и у нас работает еще 30 коек детского инфекционного отделения. Полностью возобновил прежний режим работы и педиатрический центр. Здесь оказывают специализированную медпомощь детям с COVID-19. Также получают лечение сопровождающие, у кого положительный ПЦР. Наша поликлиника консультативная с сегодняшнего дня также начинает полностью прием возобновлять. То есть и районные пациенты, и городские пациенты без ограничений могут приходить, получать у нас специализированную медицинскую помощь в консультативной поликлинике в обычном режиме. В поликлинику можно записаться через госуслуги. Также есть у нас телефон единой регистратуры детской. Это 39 52 67. Любой пациент может самостоятельно позвонить и записаться на прием в нашу поликлинику в удобное для него время. Работа перинатальных центров переведена для приема здоровых рожениц и с коронавирусом. А клинический центр медцентра при любых обстоятельствах в постоянном режиме продолжает оказывать экстренную медицинскую помощь по профилям: пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология и кардиология. Так, сегодня без ожидания и препятствий на плановую операцию поступают БАИНы. Мы ложимся на операцию, у нас удаление желчного пузыря. Мы как записались сначала хирургу, гастроэнтерологу, нас направили в медцентр, мы с поликлиники, с 3-й поликлиники. Нам сюда направили, здесь сделали УЗИ, и вот направили на операцию, на оперативное вмешательство. Недолго сначала направили на анализы, сдали анализы, УЗИ, ФГДС, и все, после ПЦР сдали, все сюда. С отменой ограничительных мер в Национальном центре медицины теперь населению республики будет оказана качественная медицинская помощь в полном объеме. Любовь Гоголева, Георгий Григорьев, Якутск. И уже с понедельника, 14 февраля, учащиеся с 1 по 11 классы столичных школ будут учиться в очном формате с соблюдением санитарных требований. Сообщается, что при входе в здание школы будет действовать температурный фильтр. Также будут соблюдаться масочный режим и разграничение учеников во время уроков и перемен. При 20% заболеваемости будут закрываться отдельные классы. Ограничительные меры продолжают действовать на кружки, секции, дополнительные занятия, школьные и внешкольные мероприятия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «День за днем». Мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели. На строительство и обустройство приютов для содержания безнадзорных животных из государственного бюджета могут выделить 100 миллионов рублей. Законопроект по корректировке бюджета на 2022 год внесен в парламент и будет рассмотрен на внеочередном пленарном заседании 15 февраля. Отметим, что в бюджете республики на текущий год на мероприятия по отлову, транспортировке, содержанию и лечению и стерилизации собак предусмотрено 60 миллионов рублей. Аналогичная сумма была заложена и на 2021 год. Из них 28 миллионов рублей получил город Якутск. С учетом корректировки общий объем финансирования составит 160 миллионов рублей. Объявлен старт конкурса по разработке мастер-плана Якутска, который определит основные векторы развития столицы республики в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Старт запустил в режиме онлайн-пресс-конференции глава региона Айсен Николаев. Сначала участников будут отбирать по портфолио. Далее в ходе конкурса выбранные участники продолжат презентовать свои проекты, пока не выявятся финалисты. Эти 3 команды приедут в Якутск и будут дальше дорабатывать проекты с администрацией города и
и правительством республики. Также в рамках сбора данных и исследования сейчас идет опрос жителей столицы по разработке мастер-плана Якутска. Ведь по словам главного архитектора республики Ирины Алексеевой, главные разработчики мастер-плана – это не проектные компании, а сами жители города. В этом есть и основное отличие мастер-плана от генерального плана города. Он должен дать ответы больше на экономические вопросы, где и как развивать городские территории, чтобы люди уже сами могли туда включаться. Напомню, последний генплан Якутска разрабатывался еще в 2004 году, а затем был актуализирован в 2011 и 2013 годах. Продолжаются также дорожные работы в столице региона. С понедельника жителям города придется потерпеть некоторые неудобства, связанные с перекрытием улиц и изменением схемы сразу нескольких автобусных маршрутов. Каких именно и какие участки дорог будут перекрыты, расскажет Евгений Тайтонов. С 15 февраля в Якутске ремонтные работы будут вестись сразу на двух участках проспекта Ленина. От площади Орджоникидзе до улицы Кирова и от улицы Октябрьская до магазина ЛНР. Таким образом, общая протяженность закрытого участка на проспекте Ленина составит чуть более 1 километра. По плану весь проспект Ленина разбит на 2 года и на 3 участка. Первый год, это который в этом году, с Кулаковского до площади Орджоникидзе должны сделать. А в следующем календарном году уже 2 участка, от Красноярова до Кулаковского и до конца улицы Хабарова. Чтобы сохранить максимальную транспортную доступность, дорожники не стали закрывать весь проспект целиком. Во время ремонтных работ автобусные маршруты номер 2 и 3 будут осуществлять сквозной проезд через улицы Курашова и Кирова. Были пересмотрены календарный план графика работ с таким раскладом, чтобы максимально оставить сквозные проезды по улицам Кирова и Курашова. Такие предварительные даты – это по улице Курашова до 13 марта, по улице Кирова 15 мая. Даты ближе ко времени будут корректироваться. Схема движения других маршрутных автобусов также изменится. Например, автобус номер 6 будет ездить по следующему маршруту. С Октябрьской сворачивает на Орджоникидзе, далее по Кирова, Ярославского, Хабарова, Черяева и по существующей схеме по улице Губина. Подробнее с маршрутами других автобусов можно ознакомиться на сайте окружной администрации. Евгений Тайтонов, Павел Пахомов, Якутск. Ну и приятная новость, касающаяся столицы республики. В наступившем году в Якутске откроет свои двери самая большая школа в регионе. Строительство учебного заведения проходит в новом строящемся микрорайоне Прометей. К возведению данного крупного объекта приступили в феврале 2020 года. И уже нынче, с началом нового учебного года, школу планируют ввести в эксплуатацию. С ходом строительных работ ознакомилась Марферина Алексеева. Необходимость в новой школе в районе Прометей назрела давно. На сегодняшний день в этом микрорайоне уже проживают около 9 тысяч горожан. А действует только одна школа. Новое трехэтажное здание общей площадью около 15 тысяч квадратных метров рассчитано на 990 учебных мест. Современная школа состоит из 5 объединенных блоков. Панорамные окна, 2 спортивных зала, холлы для активного отдыха, столовая на 500 мест, а кабинеты свободно вместят 30 учащихся. Уже приобретено современное IT-оборудование на 70 миллионов рублей. Так классы будут оборудованы планшетами, ноутбуками. Будет и отдельное помещение для виртуального обучения учащихся, оснащенное VR-очками. Объект интересный, он нетипичный. Вот у нас мы квартал построили, уже тоже большой объем работы выполнен. Относительно квартала здесь много интересных инженерных задач. Например, вот вы видите фермы и так далее. Перекрытие, потолки, высота даже совсем иная. Сегодня в Якутске действуют 53 школы, рассчитанные на 23 тысячи учебных мест. А в реальности обучаются более 50 тысяч ребят. На сегодняшний день Министерством просвещения Российской Федерации уже принято решение о строительстве 6 новых школ и 5 пристроек к уже имеющимся. Таким образом, в ближайшие 3 года на территории столицы планируется создать более 6 тысяч дополнительных мест. А к 2025 году посменное обучение должны ликвидировать полностью. В будущем у нас планируется также в рамках с участием ВБРФ строительство довольно-таки много школ по городу Якутску. В этом году планируется приобретение 3 объектов в городе Якутске. Это пристрой в Хатасах, пристрой в школе номер 5 и в пригородном школе номер 12. И в следующем году также планируется в микрорайоне ДСК, в Жатае и по улице Пирогова на 180 мест.
В этом году к началу нового учебного сезона школу планируют ввести в эксплуатацию. На сегодняшний день рабочие завершают монтаж системы отопления, вентиляции, ведется укладка плитки и монтаж водоотведения. Строительная готовность объекта составляет 80%. Вскоре начнутся работы над благоустройством прилегающей территории. Проектом предусмотрено футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, беговая дорожка и тренажерные площадки. Строительство реализуется в рамках национального проекта образования и приурочено к юбилею Якутской АССР. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Тем временем в Усьмайском районе начались работы по возведению свайного поля современного больничного комплекса. Наши коллеги расскажут подробнее. Предварительные подготовительные работы, проектирование, государственная экспертиза прошла еще в мае прошлого года. Тогда специалисты осмотрели площади будущего объекта, обсуждали в администрации района рабочие вопросы по земельному участку, тепло- и электроснабжению и другие производственные моменты. Проект прошел госэкспертизу, одобрена была, соответствует всем стандартам, требуемым санитарными правилами и стандартам, предусмотренным в здравоохранении, на соответствие условиям размещения всех помещений и оборудования. Сейчас нулевой цикл современной больницы возводят в районном центре поселка Усьмая. К этим работам с 28 января приступила ООО «Проектная компания ДСА» из города Якутска. Строим больницу с хозяйственным блоком на 3 этажа. Материал заводится каждый день, все в наличии имеется. Пока все нормально, по плану. Больничный комплекс возводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы и рассчитан на 45 коек с поликлиникой на 104 посещения. Каменное трехэтажное здание общей площадью 5000 квадратных метров и строительным объемом 26,5 тысяч кубометров будет соответствовать всем самым современным технологиям с учетом всех требований, которые есть сегодня, в том числе из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Стройка разделена на 2 этапа. Это получается, в этом году мы должны поставить полностью коробку, а в следующем году это как бы оборудование и чистовая работа. Сдача объекта намечена 23 год, 4 квартал. В 2023 году ожидаем окончания строительства, ввод в эксплуатацию, и переедем из старого здания в новое современное, оснащенное современным оборудованием. От нулевого цикла возведения свайного поля зависит целостная конструкция всего здания, поэтому рабочие с ответственностью устанавливают сваи, а их будет 317, забуренных на глубину от 9 до 11 метров. Усьмайцы надеются, что это сооружение не повторит судьбу своего предшественника старой больницы, которая простояла всего 18 лет, именно из-за нарушений технологии возведения нулевого цикла. Юрий Таюский, Тимур Канаев, поселок Усьмая. В Накыне вахтовые работники заселились в новое общежитие. В нем есть система «Теплый пол», датчики экономии электроэнергии, душевые, новая мебель и бытовая техника. Сотрудникам вахтового поселка условия понравились. Евгения Федотова – одна из первых, кто попросил руководство о переселении в новый корпус. На строительство и обустройство общежития «Алроса» предусмотрела 215 миллионов рублей. Агротуризм – одно из направлений, которое заинтересовало многих якутских фермеров. И действительно, им есть что показать и чем удивить столичных гостей. Наша съемочная группа побывала в большом хозяйстве братьев Петровых из Амгинского улуса. У них 65 голов крупного рогатого скота, есть также лошади и даже пчелы. О том, как после засушливого лета проходит зимовка у фермеров, смотрите в следующем материале. Еще с детства покровский мальчишка Павел Петров мечтал стать фермером, хотел иметь свое хозяйство. С тех пор прошло много лет. Сейчас у Павла Петровича большое хозяйство – 65 голов скота. И каждое лето фермер много трудится в битве за урожай. Это с детства, по идее, занимаюсь с этим хозяйством-то. С 9 лет. Хозяйство, там на фермах работал. С 11 лет начал коров доить. И так идет у меня. Мечта была, вот и такую свою мечту делаю. Ну, зима там ничего, хорошо проходит. Сено наготовили, корма там приготовили, тоже все есть. Кормить есть чем, так что проблем нету.
В работе на родной земле видят смысл своей жизни фермер Игорь Петров и его семья. Фермер в 2019 году по программе «Агростартап» завершил строительство скотопомещения на 50 голов. А в прошлом году, благодаря поддержке местной администрации, на берегу реки построил летник, изгородь и жилой дом. На сегодня у Петровых 90 голов скота и 40 лошадей. Зимовка этого года у нас идет благополучно. Корма у нас летом заготовлены, и сено, и сполна соломы. Сейчас купили комбикорм. В принципе, зимовка скота нормальная. Вот люди посмотрели, оценили, что состояние удовлетворительное, даже хорошее. В принципе, и лошади в нормальном состоянии, и коровы. Помимо этого, Игорь Петрович планирует составить туристические и ягодные маршруты под названием «Русское поле». Развивать пчелиную тропу, где можно отведать амгинский мед. Планов много. Планы по увеличению поголовья, по переработке своей продукции. Переработка – это, конечно, мечты, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, в принципе. А так, я думаю, что было бы здоровье, и можно справиться с любым объемом работы. Вот так фермеры майского наслега с каждым годом расширяют и внедряют новые направления в развитии своего дела. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Амга. Сейчас мы прервемся на рекламную паузу. Не переключайтесь. Вы смотрите «День за днем». Мы продолжаем. На этой неделе в Москве прошла крупнейшая в России и Восточной Европе международная выставка продуктов питания и напитков «Продэкспо-2022». Ежегодно на этот форум собираются тысячи производителей со всего мира. Отдельно представлены регионы нашей страны. В этом году свой стенд есть и у якутян. Почему эта выставка собирает вокруг себя главных игроков индустрии продуктов питания, узнаем у Максима Кардозо. Продэкспо поражает своими масштабами. Таких крупных выставок в мире, только вдумайтесь, всего лишь 10. Чтобы разместить всех участников форума, организаторам пришлось задействовать 7 огромных павильонов экспоцентра столицы. В лабиринтах Продэкспо действительно можно потеряться, и неудивительно, сейчас будет немного статистики. Эта выставка продуктов питания и напитков крупнейшая не только в России, но и в Восточной Европе. 2000 компаний из десятков регионов и 54 стран мира. Производители везут сюда все самое лучшее. В павильонах экспоцентра не протолкнуться, и здесь есть на что посмотреть. Соки, вина, джемы, мясная, рыбная продукция, морские деликатесы, полуфабрикаты. Не в каждом супермаркете найдешь такое разнообразие. Крупные отечественные производители презентуют свои новинки, а иностранные участники стараются удивить экзотикой. Тропические фрукты всегда интересуют в России. Зима такая длинная. У нас это больше всего манго. Всем интересно. А остальные, может быть, кому как. Папайя, банан, кокос или маракуйя. Это кому как. Такой интерес к выставке со стороны бизнеса – не случайность. Все эксперты отмечают, Продэкспо – это площадка, где производители могут напрямую общаться с представителями крупных торговых сетей. Есть возможность сразу заключить контракт и попасть на прилавок популярного супермаркета. За новыми партнерами на выставку приехала и якутская рыбная компания. На этой выставке мы ищем новых покупателей, наших партнеров. Конечно, мы представляем не только себя, мы представляем переработанную продукцию от Республики Саха-Якутия. То есть мы занимаемся продвижением всей рыбной продукции. Мы участвуем уже 5-й раз. В 2016 году мы были награждены как раз знаком Гран-при, то есть именно на выставке Продэкспо, как лучшие товаропроизводители за лучшую продукцию рыбохолодного копчения. Продэкспо – это не только выставка. В рамках форума проходит обширная деловая программа. Самые актуальные проблемы и нововведения в отрасли эксперты обсуждают во время круглых столов и семинаров. Проводятся профессиональные конкурсы. Мы тут общаемся, мы специально ежегодно сюда приезжаем. Не сколько, чтобы находить сети, а вообще, чтобы общаться с производителями. У нас тут очень много наших коллег с других регионов. Мы обсуждаем общие какие-то заботы, вопросы. Мы смотрим на других, себя показываем. Вообще, какие тренды есть. Вообще, то, что все тут весь деловой, то, что касается производства, маркетинга, продажи, именно сконцентрировано на Продэкспо. Из-за пандемии проведение выставки стояло под вопросом, но организаторы не побоялись трудностей и смогли собрать гостей. За нами внимательно следят, я это знаю не понаслышке от своих коллег.
Внимательно следят наши коллеги за рубежом, естественно, в стране, каким образом будет организовано, как пройдет выставка, сколько участников, ну и все остальные параметры. Конечно, всех интересует, как будет это все организовано, можно ли им в таком же режиме начинать работать, смогут ли они проводить выставки как на территории России, так и за рубежом. В следующем году состоится юбилейная 30-я выставка «Продэкспо». И организаторы уверены, участников будет еще больше. А мы надеемся, что якутские производители также ярко заявят о себе на этой престижной площадке. Максим Кардозу, Джур Березкин. День за днем. Москва. 2022 год культурного наследия в России, и Якутия уже готовит план мероприятий. Так, в столице отреставрируют музеи и пополнят экспозиции. Также организуют поддержку учреждений по изучению родного края. Продолжится и реализация профильного нацпроекта. А вовлекут в эту работу всех талантов республики. Подробности в сюжете Мадины Халиковой. Весь январь по поручению главы республики Айсена Николаева специалисты в области культуры на всех уровнях работали над планом мероприятий к объявленному президентом Году культурного наследия в стране. Главным вектором в Якутии станет сохранение, приумножение и передача от поколения к поколению материального и нематериального духовного наследия. Те мероприятия и события, которые включены в план мероприятия, они подчиняются этой генеральной идеи, цели. Достаточно много интересных проектов, и новые, и старые проекты получают новое развитие. Я думаю, что в этот процесс будут вовлечены абсолютно все жители нашего ЛУСа. У нас много очень творческих коллективов в нашей республике, которые проявляют активную жизненную позицию в развитии нашей республики, и все они будут задействованы в проведении Года культурного наследия. В этом году в Якутске отреставрируют филиал Дома-музея Ярославского. Деревянная усадьба в качестве музея работает с 1968 года и давно нуждается в обновлении. На эти цели уже выделены средства, пополнят и экспозиции, позже их представят широкой публике. Ремонт проведут и в Доме-музея имени Амосова, который приурочат и к 125-летию со дня его рождения. И в этих двух филиалах у нас еще будут большие изменения в экспозиции. Вот в этом Доме-музея Ярославского будет новая выставка, а в Доме-музея Амосова будет полная реэкспозиция. То есть мы поставим новую экспозицию к концу года. Кроме этого, в этом году у нас как никогда предусмотрены большие финансовые вливания на реставрационные работы. Реставрация – это как раз сохранение культурного наследия. Также поддержат и народных мастеров Якутии. Их работы выкупят в галерее и музее республики для пополнения своих коллекций. При Минкульте работает художественный совет, который выберет экспонаты для приобретения. В этом году продолжена практика и приняты новые нормативы финансирования объектов. Это приобретение нашими всеми музеями по нормативу, ценности, которые художники сотворили, которые сделали народные мастера. То есть у наших музеев появится возможность выкупа у мастеров экспонатов, которые будут иметь художественную ценность. Также такие деньги мы предусмотрели для галереи «Семяк». Сумма предусмотрена для приобретения у народных мастеров – это 3 миллиона, и 14 миллионов с лишним мы предусмотрели для музейных экспонатов. Продолжится и реализация нацпроекта «Культура», и одной из его целей станет сохранение и поддержка краеведческих музеев. На эти цели уже предусмотрены 10 миллионов рублей из республиканского бюджета. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск. Культурное богатство Севера в центре внимания. На базе Российского государственного гидрометеорологического университета создан консорциум «Мировое историко-культурное наследие Арктики». Основной целью нового объединения станет сохранение материальных и нематериальных активов, связанных с Арктикой. Это природные, архитектурные, исторические памятники Заполярья. Особое внимание будет уделено сохранению культурного наследия коренных народов Севера. Из-за труднодоступности долгие годы регион не был приоритетным для научного сообщества. Но в последнее время становится больше экспедиций в Арктику. Ученые создают карты, где фиксируют самые значимые и важные для истории места. Например, на территории Якутии, на островах архипелага Делонга, это Булунский район, исследователи отметили уникальную находку. Там есть остров Жохово, на котором была обнаружена стоянка древнего человека. Возраст этой стоянки 9000 лет. До сих пор это большая загадка, что 9000 лет назад люди делали в столь широкой, высокоширотной Арктике. Там были проведены серьезные раскопки, наши как раз специалисты из Петербурга, археологи копали эту стоянку. Но до сих пор это какая-то фантастическая загадка. Ничего подобного больше мы не знаем, никаких примеров таких.
Определены 5 муниципалитетов, которые в рамках национального проекта «Культура» получат передвижные многофункциональные культурные центры-автоклубы. Программа реализуется в республике впервые. Общая сумма финансирования составила более 23 миллионов рублей. Так, обладателями мобильных автоклубов станут культурные учреждения из Вилюйского, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Ямгинского районов, а также города Якутска. Автоклуб – это мобильная, скажем, такой сценическая площадка, которая приезжает на место, раскрывает свои возможности, обеспечивает цвет, звук и танцевальную или там площадку для того, чтобы предоставить услуги концертно-зрелищной деятельности. Посмотрим летом, юбилейный год республики. И вот эти автоклубы должны нашу мобильность увеличить, количество предоставляемых услуг, как наши районные центры или муниципальные учреждения будут свое искусство, свой талант показывать прямо на поле. Можно будет выехать в разные населенные пункты, где у нас возможности, на сегодняшний день нет такой возможности. Триумфатор российского фестиваля «Киношок» социальная драма «Вертолет» выходит на широкие экраны республики. Жители Якутии смогут посмотреть фильм 17 февраля. Любовь Гоголева встретилась со съемочной группой. Фильм «Вертолет» – один из ожидаемых кинофильмов этого сезона. Об этом говорят интерес зрителей к первой работе народного любимца, певца Иннокентия Васильева Легентей, как сценариста и продюсера. Победа в «Киношоке» и все 4 главных приза кинофестиваля, опытная команда во главе с режиссером Михаилом Лукачевским, оператором Семеном Аманатовым, вторым режиссером Любовью Борисовой. Только их имена – это уже знак качества. Возникали такие трудности, это финансовые, да, очень много менялось в сценарии картина. Вот. И вот в 2021 году все это завершили, работу. Я рад тому, что все это завершилось вот так. Да? В течение, конечно, долгого времени все это делалось, но результат есть. И я, и команда очень горды этой работой. Каждый новый якутский фильм в республике – это большое культурное событие. Ждут все, и стар, и млад. А в последние годы с нетерпением труды якутских кинематографистов ждут и российские кинокритики. Вот и на «Киношоке» работу Лукачевского сравнили с фильмом «Выживший» Алехандро Иньярриту. Наша фишка в том, что мы показываем всегда правду, да? А даже наши актеры как бы даже не играют, они живут, как бы они существуют, и мне кажется, в этом наша фишка, да, допустим. Ну, допустим, российские фильмы там больше играют, да, как бы. Там много артистичности, там больше там разных театральных и кинематографических приемов используют, а у нас как бы чисто правда, да, чисто мы проживаем историю и этим, и как бы она больше, мне кажется, нравится критикам. Сценарий основан на реальных историях, а сам образ главного героя собирательный, и в нем вся жизнь земляков автора. Творческая команда высоко оценила первую работу сценариста. Он был очень искренен и хотел рассказать о наболевшем, о проблемах Севера, о том, о чем он очень хорошо знает. И вот была такая миссия, очень такая благородная, поднять проблематику Севера и как-то помочь этим людям. Поэтому мы все согласились. И поэтому, я думаю, в итоге фильм получился. И надо посмотреть. Главные роли исполняют Гаврил Минкяров и Инга Леонова. Они прошли настоящее испытание холодом и рисковали своим здоровьем. Например, момент переправы через речку снимали несколько раз. Это было весной. Я заходила в ледяную воду прям до талии, и оттуда меня вытаскивали и укрывали шкурой оленя. И вот это вот момент был вообще страшно холодно. И даже я в это время не думала, что это в такой съемке я снимаюсь экстремальной. Чтобы снять этот фильм, авторам пришлось что-то продать и взять кредиты. В 2020 году финансовую помощь в размере 500 тысяч рублей оказал Фонд развития кино и анимации «Синет Сахавуд». Позади долгая история создания фильма, а впереди успешный прокат и новые кинокартины. Любовь Гоголева, Георгий Григорьев, Якутск. Сейчас мы прерываемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «День за днем». Мы приступаем к заключительному блоку.
Уникальные проекты руками школьников. В якутском кванториуме старшеклассники изобретают устройства и изделия, способные значительно улучшить жизнь всей республики в целом. Несколько лет воспитанники клуба работают над созданием альтернативных источников света на городских улицах и уже имеют успехи. Подробности смотрите в сюжете Мадины Халиковой. Как превратить недостатки в городе в достоинство, эти школьницы знают наверняка. Якутск – один из немногих муниципалитетов, где коммуникации находятся снаружи. Это трубопроводы и теплотрассы. Вот и решили старшеклассницы использовать особенность столицы во благо и разницу температур в водопроводных трубах применить в качестве альтернативного источника энергии для освещения улиц. Наш проект, он создан с помощью элементов пельте. Это такое устройство, такой металл, который при разнице температур выводит электрический ток. И с помощью него мы решили сделать дворовые лампы. Подтолкнул девушек на изобретение личный опыт, ведь в Якутии зима длинная и темное время суток преобладает, а не все улицы и переулки достаточно освещены. Сделать город безопаснее – такова цель проекта. В нашем городе система трубопроводов является нарушенной. Мы решили это использовать в благих целях, чтобы выгодно использовать тепло труб, которое ненужное тепло труб, которое выделяется при этом. Мы решили остановиться именно на этой идее, потому что она нам показалась наиболее уникальной, и такого, как я считаю, такого в мире еще нету. Только в этом году работают члены Energy Quantum над 6 проектами. Среди них и известный пуховик с теплоэлементами. Помогают во всем наставники. Мы можем заниматься любыми проектами с детьми, лишь бы они сами решали, чем бы они в будущем хотели бы заниматься. Например, проект может перекликаться с их будущей профессией в высшем учебном заведении. В таком случае у ребенка желание заниматься проектной деятельностью намного больше. Старшеклассникам эти занятия помогают определиться с профессией, попробовать себя в научных изобретениях, прокачать навыки, а также набрать баллы для портфолио. Кроме того, это большая возможность создания собственного стартапа, ведь проектами могут заинтересоваться инвесторы и помочь в их реализации уже на внутреннем и даже внешнем рынках. Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск. В продолжение темы нерюнгринская школьница разработала проект гидропонной установки. 11-классница лицея номер 24 Марина Бердянова представила исследовательскую работу на тему «Гидропонная установка погружного типа выращивания растений». Тему продолжит Ирина Кичигина. Новизна проекта в том, что данная установка является автоматизированной. Это способ выращивания растений в искусственной среде без использования почвы. Вместо почвы используются минеральная вата, кокосовое волокно, вермикулит, карамзит и другие материалы. Несмотря на то, что установка требует определенных условий соблюдения температурного режима, контроля содержания питательных элементов, ее плюсы более значимы. Плюс гидропонной установки, чем она отличается от обычного посева и выращивания растений на почве, тем, что она обогащает питательными веществами намного лучше, чем почва. То есть растения не пытаются прорасти именно корневой зоной, чтобы они искали какие-то питательные вещества, а они растут именно сам стебель. И это и способствует улучшению качества самого продукта и ускорению и упрощению выращивания самого растения. Этой темой Марина заинтересовалась еще в 8 классе. Тогда она и занялась проектной деятельностью в различных областях экологии, химии, биологии, а сейчас и в технической части. Совместно со своим руководителем по проектной деятельности были изучены все нюансы, касающиеся автоматизации процесса. И сейчас пытаемся это все автоматизировать. Сейчас используются таймеры. По ночам мы включаем с помощью таймеров системы. Они автоматически утром зажигают свет. Они автоматически запускают компрессор, обогащают раствор, получается, питательными веществами и кислородом. Соответственно, хотим сделать автоматическое приготовление самого раствора. Установка состоит из стеллажа с поддонами, стаканчиков с растениями, специальных ламп разных цветов и резервуара, из которого с помощью насоса подается питательный раствор. Собирать ее помогали одноклассники.
В этом году Марина представила проект на 26-й республиканской научной конференции «Шаг в будущее», а уже в середине февраля примет участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по технологии. А в родном лицее Марину уже рассматривают как своего будущего педагога. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Далее о спорте. Глава республики Айсен Николаев подписал распоряжение о проведении 4-го по счету чемпионата мира по масс-рестлингу. Турнир пройдет в Якутске в спортивном комплексе «Триумф» с 21 по 27 июня текущего года. По предварительной информации, медали будут разыграны в 14 весовых категориях. В данный момент идут переговоры об участии с федерациями 50 стран. Напомним, в 3-м по счету чемпионате мира выступили представители 39 стран. Состав сборной России будет сформирован по итогам чемпионата России, который пройдет в апреле в Казани. Самые конкурентные веса, например, нам оказывают сопротивление киргизские спортсмены. Это в легких и средних весовых категориях 60, 65, 70, 75. Ну и европейские, американские спортсмены в тяжелых весах, например, до 105, 120, до 125 и свыше могут тоже оказать сопротивление, и женщины особенно, они очень сильны, до 75, 85 и свыше. Ознакомиться с масс-рестлингом теперь может каждый москвич. В столице стартовали бесплатные тренировки по масс-рестлингу для всех желающих от Федерации профессионалов и любителей этого вида спорта. Они проходят в спортивном клубе «Тайгер Беговая». Подробности у Айсены Бурнашовой. Белин, чек! Помост, палка и стартовая ЧА. Каждое воскресенье с 14:00 здесь проходят тренировки. Вместе с техникой и приемами перетягивания палки ребята прорабатывают необходимые для масс-рестлеров гибкость и силу. Тяжело в учении, легко в бою, отмечает тренер. Например, тяга блока буквально готовит спортсменов к хвату и удержанию противника. Иллюзия масс-рестлинга – это что простота его, но на самом деле масс-рестлинг – это очень сложный технический вид спорта, где ребята должны понять, как они переносят баланс, как технические действия выполняются в масс-рестлинге. Клуб открыт для всех желающих. Вместе с маститыми масс-рестлерами здесь тренируются и те, кто только познакомился с этим захватывающим видом спорта. Каждого знакомят с историей масс-рестлинга, его традициями и ценностями. С масс-рестлингом я познакомился в школе, так как у нас проводили соревнования в детско-юношеской спортивной школе РЛ. И там я начал заниматься этим видом спорта. В который раз уже пришли сюда? Я пришел сюда в 3-й раз. Мне очень нравится. Прокачиваешь свою силу, выносливость, как-никак, растяжку тоже. Мы когда пришли на первую тренировку, нам все рассказали про этот вид спорта. Потому что надо знать, чем занимаешься. Впереди долгожданный Кубок Москвы, региональные соревнования по масс-рестлингу. Поэтому ребята уже начали усиленную подготовку. Чтобы стать частью этого удивительного вида спорта, вкусить азарт и волю к победе, достаточно прийти в клуб «Тайгер Беговая» за 10-20 минут до тренировки по масс-рестлингу. В Якутии его все знают, очень много народу занимается. В Москве он достаточно экзотический, поэтому наша задача в первую очередь популяризация. Поэтому мы сейчас хотим привлечь студентов других вузов, попытаться, чтобы они тоже занимались. И очень призываем всех якутян, которые находятся здесь, приходите к нам, те, где учатся, популяризируйте свой национальный вид спорта. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В эти выходные Якутия присоединится к Всероссийскому дню зимних видов спорта. В столице региона идет активная подготовка к данному мероприятию. Первый каток для массовых катаний на открытом воздухе запустили в прошлые выходные на озере Сайсары. Подробности в следующем материале. Монтажные работы катка под мостом начались еще в январе. Организаторы массовых катаний в этом году впервые по всему периметру соорудили 2-метровую снежную стену. Но не всем отдыхающим понравилось такое нововведение. Пришли сегодня покататься, научиться стоять на коньках. А так до этого мы ходили лет, наверное, 6 тому назад, когда не было вот заграждения, ничего, тоже открылись, мы пришли, покатались, научила своего сына тоже стоять на коньках, и вот впервые тоже пришли. Вот это заграждение, конечно, потому что мы вон там рядом живем, и неоткуда там зайти, понимаете, это надо вот с детьми прийти сюда, такие морозы, конечно, а так, да, вот так.
А так, да, хорошо, что открыли. Помимо возведения высоких снежных заборов, организаторы также увеличили количество заливаемой воды на лед с 5 до 10 тонн. Заливает все хорошо, типа отлично. Этот лед очень хороший. Но это плохо тоже трещины, это нормально. У нас лед естественный, поэтому постоянно трескается. Мы его постоянно ремонтируем, и идет постоянная заливка горячей водой, где-то около 10 тысяч кубов. Мы каждый через день заливаем уже. Поэтому на качество льда это, конечно, хорошо отразится. Как говорят государственные инспекторы по маломерным судам, безопасно кататься только на оборудованных катках, где проводились замеры льда и получены соответствующие разрешения от властей для организации массовых катаний. Даже такие места не исключение для проведения инспекторами ГИМС профилактической беседы с отдыхающими. Они рассказывают горожанам о правилах поведения на водных объектах. Предварительно инспектора центра ГИМС произвели замеры. Замеры позволяют. Также, после чего открыли каток, ответственный имеет согласование с администрацией на открытие катка. И также для открытия катка имеются специальные стенды, информационные стенды для правила поведения на водных объектах. Ну и регулярно проводим профилактические беседы во избежание несчастных случаев. Для удобства и безопасности населения тут все предусмотрено, начиная с пункта проката коньков, зоны для переобувания до теплого кафе. Не хватает только инструкторов, обучающих катанию с нуля. К сожалению, пока у нас инструкторов нету, но платно мы пока не можем себе позволить. Но всегда готовы принять волонтеров или других ребят, которые хотят тут тоже продемонстрировать, научить маленьких детишек кататься на естественном льду. Это тоже приветствуем, и, пожалуйста, можете обращаться. Пока в связи с эпидобстановкой спортивные объекты столицы закрыты, каток на озере Сайсары может стать альтернативным вариантом для активного отдыха горожан. Детям все равно же надо на улице, там, свежим воздухом подышать и посмотреть на окружающих, на детей. Тоже учиться. Учиться, у него очень большое желание было кататься, да, вот мы сегодня первый раз пришли покататься, вот сразу встал на коньки и сразу пошел. Я тоже. Молодец. Мам, я пошел, да? Стоит отметить, что каток на свежем воздухе работает с 11 утра до 11 вечера. Специально для этого в вечернее время каток будут освещать порядка 600 лампочек. Евгений Тайтонов, Артем Алексеев, Якутск. День за днем. Таковы главные новости уходящей недели. Всего доброго.